Какую картину застали солдаты, когда вернулись с фронта? В Чувашском национальном музее задались этим вопросом и подготовили экспозицию про послевоенную республику. Наша съемочная группа одной из первых окунулась в атмосферу середины 40-х годов. Вот так солдат, подаривших миллионам соотечественникам мир, встречали в мае 45-го года в Чувашии. Организаторы выставки подготовили для посетителей театрализованное представление. Так лучше можно передать эмоции, а именно радость победы. Сплошной праздник был. Люди кричали от восторга, пели песни. На Красной площади, на берегу Волги было очень много народу. Солдат встречали, обнимали их. Даже знакомых, незнакомых, всех целовали. Извещение о гибели отца, рассказывает Эмма Тарасова, пришло в 42-м, но этому документу семья до последнего не верила. Заглядывали солдатам в лицо в надежде увидеть родного человека. Для того, чтобы хоть как-то отвлечь уставших от войны людей, в 45-м году в столице Чувашии открыли кукольный театр. Его основал Сергей Мерзлюков. В труппу он пригласил и артистов-кукольников из Ленинграда, которые были эвакуированы в Чувашию. Его замысел был прост. Для того, чтобы люди думали не только о потерях, а их было действительно очень много. И не только горе приходило к ним в дом, но и радость. И первый спектакль «Три подружки». Да, он посвятил это победе. Хотя это совсем не было про войну. Но, тем не менее, он посвятил женщинам, которые были санитарками и дружили между собой. И просто жили обычной жизнью. О сельском хозяйстве, промышленности и культуре. Все экспонаты представлены на выставке, а их более 50. Рассказывают о послевоенном времени. В музее выставили и реконструированную полуторку, на которых развозили домой демобилизированных солдат. Не только фонды Национального музея были задействованы, это и фонды музея станции Канаш, например, и фонды музея электроаппаратного завода, и музей завода номер 320, который сейчас носит звание производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева. Здесь и фонды Государственного исторического архива, конечно, Национальной библиотеки. Экспонаты в Национальном музее пробудут до конца мая, чтобы как можно больше людей успели проникнуться победным настроением того времени. Вероника Павлова, Алексей Енейкин, Екатерина Янголакова, Вести, Чувашия.